Ну, я помню про Марджани, вот я в интервью читал. У Марджани же пересечение с палеогенетикой из этих... Степных народов, вот то, что мы говорили. Хунну. То есть это вот прямое, когда мы говорим, вот, насколько татары татарский народ, вот прямое подтверждение, что мы свою историю начинаем с конца прошлой, начала этой эры, от державы Хунну, и справедливо начинаем. Это один из примеров. Например, существует такое устойчивое мнение, ну или заблуждение, да, вот есть две известных родословных заказания, это родословная князей Яушевых и родословная Карабека. И считалось, что Яушевы – это один род с Карабеком, потому что там имя брали одно из имен Джуваш. И тех и других арских князья. Те и другие арские князья. И считалось, что в принципе это один род, но вот наш проект, он показал, что это совершенно разные роды, которые формировались в совершенно разных исторических территориях, и у них во многом, конечно, разные пути проникновения сюда. Хотя, надо сказать, что их объединяет одна этнополитическая история. То есть истории, возможно, периода Золотой Орды, Казанского ханства и последующего времени. Кстати, вот, продолжая, каринских князей, это те, которые живут там на Вятке, Киево-Чепецкой, тоже считалось, есть несколько родословных, они очень старые, вот, они фактически попадали в документы на подтверждение собственности, земельную собственность, и пытались их сводить, что они все возводятся от Карабека. На самом деле, даже если посмотреть по этим родословным, то там можно вычислить 3 больших таких куста, которые по родословным к Карабеку не восходят. Да, они обрываются там на каком-то имени, ну и все. Когда мы стали вот каждый род один за другим просматривать, изучать, и действительно выяснилось, что там среди вот этих каринских князей, наверное, существует 3 основные там генетические ветки, которые между собой не пересекаются. Ну вот, это просто как один из примеров. Да, кому они восходят? К Золотой Орде? Это хороший вопрос, очень хороший вопрос. Ради, конечно, можно я тут? Да, конечно. Дело в том, что когда мы говорим о Золотой Орде, есть предубеждение такое, да? Вот как, по-вашему, выглядят идеальные золотоордынцы? Что вы скажете? Ну вот. Казахи? Да, монголоид какой-то. Да, у нас есть живой. Да, но дело в том, что если мы посмотрим даже на современные народы западной тюркской группы, да, там крымские татары, литовские татары, например, касимовские татары, литовские татары, касимовские татары, это потомки золотоордынцев. Например, касимовские татары, в принципе, их история появления известна, и это вроде как наши идеальные эталонные должны были быть. Ну да, Касимов, это же считается, что это плавильный котел, который там из разных групп состоит, или нет? Но в основе это ордынцы, которые пришли с Касимом, и каждый чингизид, который поселялся вот в этом Касимовском ханстве, как его называют там, он приходил со своими группами. Последняя большая группа это были сибирские татары. Вот. Но мы когда взглянули на касимских татар, там они тоже не казахи, скажем так. Да. Хотя сказать, справедливости ради, надо сказать, что у нас среди татар есть линии общие, которые среди казахов, они не доминирующие, там иногда они какие-то единичные, но тем не менее связь с тем сообществом, она То есть степняки, да, там, то есть именно ключевой народ. Да. Степняки тоже такая категория. Да, здесь штамп, да, видите как, здесь требуются там дополнительные еще у нас исследования, но даже сейчас вот из того пояса, который там уже известен, там, да, он разделяется на, мы условно можем разделить на западные степные группы и восточно-азиатские степные группы. Вот. И они не всегда одно и то же. Хотя взаимное проникновение между ними есть. То есть есть проникновение из западных групп, которые имеют там ближневосточные, условно говоря, подгруппы. Даже вот в современной внутренней Монголии, там
среди монгол мы их можем обнаружить. Так вот, я вообще начал с того, что западные тюркские современные народы, которые тоже или являются выходцами Золотой Орды, да, они тоже с казахами не совпадают. И, соответственно, у нас большой вопрос. Кто такие ордынцы, да? А как? Нет, они на самом деле, кто такие ордынцы, или точнее, кто такие ордынцы, которые жили здесь, на правобережье Волги, там, за Волжье, да? Например, те же Нагаи, например, да? Ногайская Орда – это Заволжье, это Южный Урал, да? И история их переселения, она известна, в итоге они там частично в Крыму, там на Кубани оказались, но это уже более позднее, это, получается, переселение 17 век. То есть это те степные группы, которые переселились в 17 век. А вот вопрос, какие группы здесь были, это мы, знаете, какие группы степные были здесь, это мы не берем аристократию. Причем аристократию мы тоже понимаем. То есть у нас в проекте есть представители там родов Кыпчак, Ширин, Аргын. Вот эти 4, да, рода? Барына нет. Барынов нет. Да, достоверных барынов нету. И, например, по вопросу к Аргынам и Ширинам у нас они тоже получились несколько раз. Насколько я знаю, крымских татар, там, в принципе, эти рода сохранились. Мы сравнивали. Сравнивали? Мы сравнивали, да. Вот, например, Аргына, да, вот Чанышева есть, такая известная фамилия. Да, генерал это, да, мы же помним. Это представители рода Аргын. Они даже документально, они в истории... из столетия они военные, в общем, да, то есть получается? Да. И они совпали. Я вот долго уговаривал этого крымского татарина с фамилией Аргинский, то есть я тогда ориентировался на Аргинский, это же мурзинские фамилии, они потом в дворянство крымское вошли, и вот у них такие фамилии образовались, Аргинские, то есть, и они у нас вот как раз показали общее родство. То есть совпало, да? Да. Интересно было с Кыпчаком, вот представитель рода Кыпчак, Танкачевы, Танкачеевы, да, они многие потеряли свою фамилию там, но в Касимове еще осталось несколько людей. Семьи, да? Да, тоже был очень сильный род, богатый, знатный, там 18-19 век, начало 20 века, они уже как просветители, такие мусульманские просветители. Буржуа, в общем, татарского. Отчасти, да. Просветители. Да. То есть они, вклад их в культуру общетатарскую все равно был большой. Вот есть народы, у которых сохранился этноним Кыпчак. Там у казахов, есть же там Узбей, Кыпшак, там, даже у башкир, Кыпсаки там есть, да? И вот они все оказались там в одном субклане. То есть мы видим, то есть понимаем, как выглядел этот род Кыпчак. Генетически. Да. В общем, здесь вот именно в этих примерах мы можем прямо хорошо эти исторические реконструкции делать. Иногда их сложно делать. Но опять же, возвращаясь к самому начальному вопросу о золотоордынцах, вот мы взяли касимских татар, и там даже есть представители знатных родов, мурзинских родов, у них выпали не восточноазиатские, а условно, скажем так, европейские гаплогруппы, там, или южноевропейские, вот этот круг. Итальянцы, что ли? Знаете, как вот этот круг Южная Европа, Северный Кавказ, они по гаплогруппам, Балканы, они по гаплогруппам совпадают во многом, но по гаплогруппам, то есть не явно близкое родство, а по гаплогруппам. И мы в какой-то момент можем условно их назвать один южный круг, потому что это и Малая Азия, и Ближний Восток туда попадает. Вот. И среди именно касимских татар такие тоже есть. Есть и с европейскими гаплогруппами, которые мы обнаружим и у казанских татар, там и у других групп, и шаринов. А можно вот такой обывательский вопрос? Вот там много терминов сейчас пошло, надо понять, что такое гаплогруппа, Y-хромосома из субклада. Субклада, да. Чтобы дальше наш разговор был понятен для... Это просто родственные группы по мужской линии. То есть, когда мы говорим об этих гаплогруппах, Y-хромосомах, мы говорим о родстве по мужской линии, соответственно, каждая родственная ветка там... То есть в ДНК есть вот эта хромосома, по которой можно вычислить... Y-хромосома. Мужская. И по ней можно вычислить всех потомков, предков по мужской линии. В науке, да, вот в науке как раз они сгруппированы по вот этой близости, по Y-хромосоме определенные, и им присвоено определенное название. Гаплогруппа R1, там, да, предположим. Это, все условно, там множество этих субкладов, то есть линий, в принципе, которые отделялись, ведь каждый род, он
множится на разные ручейки со временем и перестает даже быть родственным в итоге, хотя имеет общего предка очень далеко. Да. Y-хромосома передается от отца к сыну, она практически в неизменном виде. Вот. И, собственно, поэтому мы можем вычислять родство. Но происходят иногда так называемые мутации. Вот. И по количеству этих мутаций мы можем предположить, насколько далеко общий предок жил. Но это, наверное, самый больной вопрос – это определение степени родства. Потому что там мы можем предположить, что они родственные, а фактически общий предок мог жить там и 500 лет, и в то же время и 2000 лет назад. То есть вот представляете наш разброс. А мы мало представляем, что было даже 500 лет назад порой. Не говоря уже там про 1000 лет назад, уже эти народы исчезли там, да. А что говорить о том, что было там 2-3 тысячи лет, тут начинаются фантазии, и, как правило, вот здесь прямо вот люди там в интернете, форумы, любители, то есть это, ну, историки немного как бы отстраняются от этих рассуждений, потому что они больше основаны не на каких-то фактических доказательствах, которые... на домыслах больше. Да, на домыслах и на суждениях. Эмоциях, ну да, это... Да. Ну и второй момент, что он такой политический, историки современные тоже стараются тоже как бы отстраниться, связан тем, что вот вышла какая-то работа там по истории, там, ну, не по истории, а по изучению там ДНК, генетики каких-то народов там, да. Есть даже вот есть примеры там, где одни и те же соавторы, вышла работа совместно, а потом они уже совершенно противоположные выводы. То есть на одном же материале делают разные выводы. Да, да. И поэтому сама по себе выводы, они с одной стороны как бы объективные, а с другой стороны без подкрепления там других исторических, дисциплинарных. То есть надо все в комплексе рассматривать. Да? То есть, как бы, ну, на голой инете построить невозможно. Да. Иначе... Мы вообще старались избегать каких-то громких определений, каких-то громких выводов, особенно касающихся этногенеза татар. Мы давали картину, которую мы получили. Вот в реальности получили и накладывали ее на, предположим, ну, условно говоря, на историко-культурную карту тех или иных областей, то есть Заказание, да, один из очагов этногенеза татарского народа, горная сторона правобережья, да, татары-мещеры, потом миграционные территории, это Заками, Предками, и дальше в Западный Башкортостан, Оренбург. Мы все это, учитывая все вот эти особенности исторические, особенности миграционных процессов, значит, используя самый широкий комплекс источников, в том числе и рукописные родословные, и архивные родословные, архивные материалы, мы пытались каким-то образом реконструировать эти миграции. То есть мы речь больше ведем о них. Или же, условно, роды, да, которые на той или иной территории доминировали или проживали. Все очень условно, конечно, но примерная картина ясна. А кто самый древний вот, из ваших? Кого нашли? Там шумеры были здесь? Потомки египтян, я не знаю, эллинов, там, ну, то есть как бы мы же все по античности ориентируемся. Гаплогруппа этих древних народов в результате палеогенетических исследований как-то, может быть, фрагментарно, частично известно, и вот то, что Максум говорил, конечно, у нас есть совпадение с самыми разными культурами, потому что татары же это не монолитный народ, это народ, который прошел горнило нескольких, можно сказать, вот этой великой Евразийской империи. Да и до этого тоже же это были миграции, кочевья, постоянные контакты с разными цивилизациями, с разными народами. Тут о генетическом однообразии вообще речи не идет просто. Да. И прямой вот этой вот и преемственности прямой генетической тоже нельзя так вести речь. Вот это относится не только к татарам, к любому крупному там, евразийскому, скажем, не островному, да, к евразийскому этносу. Они найдут предков среди любых древних культур, потому что какие-то древние культуры археологически существовали, и их потомки все равно распространялись. Какой народ тут жил? Мы можем только предполагать, мы видим примерно какой пласт в какой период где-то вот здесь мигрировал, да? Это все очень примерно. И вообще вот, конечно, генетика, она дает пищу для размышлений. Вот вы помните,
по поводу финского компонента в этногенезе татар. Ведь это уже такой устоявшийся стереотип, что татары это вообще взяли, ассимилировали всех финнов, тюркизировали их, перевели в ислам и заняли их места и так живут. Так вот, по результатам нашего проекта, вот, значит, в доле вот современных татар, которых мы протестировали на исторических территориях, ну там, по-моему, 12% что ли финского компонента по тем гаплогруппам, которые исследованы, известны в науке, как характерные для, условно говоря, финских народов. Это условно говоря. Но они вот в науке так вот. 12% это в общем проекте. А когда мы говорим о заказании, вообще много спекуляций. Там типа название деревни Амарийская, значит, татарин пришел, там всех ассимилировал. Даже по заказанию там, по-моему, 20% нет по такому региону, потому что там большинство составляют совершенно другие линии. Они, наверное, более характерны вот для восточноевропейских. Там, кстати, заказание выделяется, а там несколько есть субкладов из гаплогруппы, прошу прощения, там гаплогруппы, там по-латински Г, ГБ она называется. Вот эти субклады, они характерны скорее для сейчас современного Северного Кавказа. Кавказа, вот я тоже знаю. Да, и вот в этих древних ДНК они обнаружены там среди хазарских захоронений. Ну, то есть, как бы вот с Алтао-Маецкой культуры? Ну, возможно, мы можем пока только догадываться, откуда они попали, но вот касательно это вот заказанской группы татар, у нее вот такой, скажем так, всплеск есть такой. Да. Даже, по-моему, Салих Сайдашев, да, вот это вот. Или у него тоже какая-то кавказская линия. Потом князья Маметьевы. Вот Маметьевы. Да, ну значит Сайдашева, Маметьевы, князья Янбулатовы. Это все вот как бы. Кавказская кровь. Вот я еще скажу, есть село Старый Узюм в Латинском районе, о нем много в литературе написано, про кладбище его, про камни, где там есть родословная, высеченная, по-моему, на камне. И есть легенда, что жители этой деревни пришли из Булгара, которого разгромил Аксак Тимур. Так вот, мы там ряд жителей были протестированы, у них гаплогруппы вообще очень редкие. Там, по-моему, гаплогруппа D даже. Это они вообще куда-то корнями в Китай уходят, туда куда-то, в Тибет, там, я не знаю. И это еще раз подтверждает, что действительно это какой-то золотоордынский пласт был, который оказался в этой деревне. И вот такие мощные надгробные камни стояли, это как представители знати. Мы больше ничего не знаем об этом. Ордынская элита, она тоже была разнообразной, да, получается? Конечно. Как Радик Римович тут тоже недавно говорил, мы видим, что аристократия элиты до монгольской, то есть до ордынской, скажем так, да, до монгольской экспансии, вот, она не была вырезана, она была включена. И она стала татарской. То есть это, называем, булгарская ДНК вы нашли в это? Нет булгарского ДНК. Нет булгарского ДНК, нет. Есть совокупность гаплогрупп, о которых мы можем с определенной такой долей уверенности говорить, что они, возможно, на этой территории были в это время, жили. И имели отношение там, к государству Волжского ДНК. Да, есть определенный набор, мы их видим, их довольно большое, в процентном отношении это значительное, можно сказать, доминирующее количество. У татар, да? Но мы не можем утверждать с абсолютной долей уверенности, но вот пока мы видим такую картину. Как это называется, эта гаплогруппа? Это несколько гаплогрупп, которые, в общем-то, мы думаем, что они могли быть в период Волжской Болгарии, в ранний булгарский период. Потом они плавно перешли. Видите, это же процесс такой, не надо разделять Волжскую Болгарию от Золотой Орды. Там не было какой-то вот границы, да, это был процесс естественного слияния. Но вам же говорят, что был 1236 год, они пришли всех вырезали. Это потом была чума, что болгары вымерли, пришли ордынцы. Это стереотипный набор такой. На самом деле, вот мы выявили ряд таких родов аристократии, которые уже, вероятно, существовали в период Волжской Болгарии, которые продолжали быть аристократией в Золотой Орде, и
в последующие периоды, вплоть до служилых татар 17 века. А какие рода это, например? Ну, например, есть такой род Янбакте из деревни Большой Менгер. Это, рядом у нас. Да, это известно, что относился к тарханам Казанского ханства. И в 17 веке им принадлежали, например, большие земельные угодья, в 16-м, в начале 17-го в Закаме. Большой Менгер и Закаме, да, вот. То есть на норвежской стороне, получается? Да, это их были владения, но мы по данным генетики, мы же их протестировали, мы видим, что они, скорее всего, уже были здесь до Золотой Орды. Ну, то есть они не явно восточно-азиатского пыльца. Да. Не с волной, а как бы автохтоны больше. Это больше даже европейские линии, как условно-европейские тоже. Они в науке тоже есть, условно-европейские и южные. Правильно, да, южные тоже, скорее всего, это где-то, наверное, вот этого периода.